Добрый вечер, дорогие друзья! А вы смотрите сейчас не программу «Грозный футбол», не программу «Золотодобытчик», а программу «Вечерний чай». Ну, я объясню, почему веду и я, Геннадий Сульменко. Дело в том, что сегодня получится вот такой проспортивный вечерний чай. И нас гость сегодня Игорь Рязанцев, главный редактор, ну, я думаю, что наилучшего российского вот такого спортивного канала «Боец». Совершенно верно. Спасибо, Геннадий, что пригласили в студию. Я по-хорошему вам завидую. Я сегодня весь день ходил по вашей компании, смотрел ваши павильоны, технику. Ну, можно только позавидовать. Ну, спасибо, конечно, за добрые слова в адрес телекомпании. Но вот, насколько я понимаю, вы и по Грозному поездили, и посмотрели, что к чему здесь в ваших любимых бойцовских видах спорта, в вашем любимом карате Киокушинкай, да? Да. Вот, и сопровождал вас не кто-нибудь, а Лечи Курбанов. Вот по этому поводу, что вас связывает с Лечи Курбановым? Насколько я понимаю, не просто вот там вы где-то случайно столкнулись. Нет, совершенно верно, мы не просто вместе столкнулись, мы занимались одним направлением, киокушин-карате. И даже, по-моему, это был 2006 год, в город Волос, в Грецию, выезжали на соревнования. Лечи возил своих спортсменов, я еще тогда выступал. Вот была такая совместная вылазка в Грецию. То есть вы, в общем-то, скорее не журналист изначально, а действующий каратист. Вы знаете как, Геннадий, у меня параллельно развивалась и моя журналистская карьера, потому что я по образованию журналист, и спортивная. Но я не могу сказать, что я был великим чемпионом или я был выдающимся каратистом, но я честно тренировался, выступал на соревнованиях и свой черный пояс первый дан честно заработал кровью и потом. Но я знаю еще одного такого же журналиста, дефис-каратиста, это Николай Коровин. Совершенно верно. Я думаю, знакомы вы с ним. Да, совершенно верно. Мы с ним даже работаем в одной компании. Коля же еще на «Бойце», Коля да? на «Бойце». Не только в Петровке 38. Нет. Он как раз в основном на «Бойце» делает замечательные программы, у него все хорошо, тренирует сам, проводит мастер-классы. Так что Коля сенсей действующий. Рад за него, тем более, что знакомы мы уже, я не знаю, сколько лет. Лет 30, наверное. Но все-таки вернемся вот сюда, в Грозный. Понимаете, насколько я понимаю, вот все здесь так, все хорошо развито, что для вашего телевизионного канала все, что происходит в Грозном, я имею в виду вот и подготовку бойцов, и различные бойцовские турниры. Ну, не знаю, вот читаете вы это «Эльдорадо» или нет, но мне кажется, что это, в общем-то, то, откуда можно черпать, вот, как говорится, контент, видеоряд и так далее. Но я больше скажу. То, что спортсмены из Чеченской Республики на сегодняшний день одни из самых авторитетных в мире единоборств, как минимум, это однозначно. Это и Бувайсар Сайтиев, и Лечи Курбанов, и Адлан Амагов, который выступает в UFC. Это самый престижный чемпионат в смешанных единоборствах. Но это спортсмены. Но потихоньку город Грозный превращается в такую столицу единоборств. У вас построен замечательный дворец, Колизей, где регулярно происходят турниры. У вас клуб «Беркут», очень известный, такая кузница кадров. Боксерские события у вас происходят регулярно, очень такие значимые в мире бокса. Ну и руководитель республики сам своим личным примером подает. Тавтология получается, к сожалению, но тем не менее, личным примером подает пример здорового образа жизни и как нужно тренироваться, ну и вообще. Вот скажите, вас все-таки интересует больше ММА, да, там К1, карате, или вот такие олимпийские виды спорта, вроде вольной борьбы, классической борьбы, ну, точнее, греко-римской, дзюдо, это тоже входит в сферу ваших интересов? Конечно же. Все, что связано с единоборством, даже такие направления, как армрестлинг, нас очень интересуют. Это очень зрелищное, очень интересное направление. Или сумо, например, боец, он на европейской части эксклюзивно транслирует императорскую серию турниров «Басё».
Это гранд сумо, сумо высшей категории. Вот это профессиональные турниры. Вот что называется, круче не бывает. Мы с удовольствием их показываем, у нас сложилась аудитория, которая ждет эти турниры и следит за ними. Их 6 бывает в году, один раз в 2 месяца. Комментируют их, ну я бы сказал, выдающийся специалист в этой области, Денис Исаев, вы наверняка его знаете. У него и жена японка. Он и учился в Японии, и он лично знает спортсменов суматория. Поэтому у нас получается ну, просто замечательный контент, что касается сумо. А что касается олимпийских дисциплин или каких-то направлений, мы стараемся показывать вообще все, что есть в мире единоборств. И документальные фильмы, и сами снимаем программы, и, допустим, у нас есть программа Академии единоборств, мы туда приглашаем представители, у нас бывали и хапкидо, и пенчак-силата, и каких-то других направлений, которые, ну не каждый день, вы даже в YouTube не всегда найдете вот этот видеоматериал, который к нам приходит. Поэтому мы пытаемся ну, гармонично рассказывать обо всем. И о профессиональных направлениях, таких как ММА, кикбоксинг, K1, тайский бокс. И о традиционных направлениях, это карате, айкидо, ушу, какие-то другие, тхэквондо, да, традиционные направления. И экзотику, опять же, пытаемся не забывать, и национальные виды борьбы показываем. Допустим, у нас периодически транслируется казахская национальная борьба, мы ее тоже показываем. Поэтому вот как-то комплексно пытаемся подходить к вопросу. Вот я знаю, что вы были вот в Хасавюрте, да, где вот проводятся бои. По ММА мы организовывали оттуда прямой эфир в городе Хасавюрте. Что-нибудь подобное, вот возможно ли? Вы знаете как, Геннадий, конечно же, не то, что возможно, у вас есть все для того, чтобы это было. У вас есть замечательная арена, повторюсь, у вас есть замечательные клубы, у вас есть спортсмены, причем такого ну, высшего международного уровня. И сама по себе республика, у вас есть благодарная аудитория. Вот, допустим, в Москве собрать дворец спорта, но это нужно очень постараться. Здесь вообще не проблема. Вам даже стараться не нужно. Вам нужно просто сказать, даже не нужно никакой рекламы делать. Просто сказать, что парни, где, завтра бои. когда. Да. Да даже где, когда не нужно. Сами придут, сами найдут. И так все знают, где это может происходить. Поэтому у вас замечательно благодарная аудитория. С чем, допустим, вот в Москве или в Питере проблемы. Там заполнить аудиторию, это нужно приложить какие-то усилия, какие-то ресурсы. Так что у вас есть все возможности перенести столицу единоборств именно в город Грозный. Ну, давайте теперь о вас поговорим. Я имею в виду телеканал «Боец». Ну, наверное, нужно, чтобы телеканал сам создавал вот не только программы, да, но и вот какие-то... Ну, вот, например, ваше реалити-шоу. Миксфайтер. Да, Миксфайтер. Оно есть? Оно есть. Оно, в общем-то, не первый год, да, меняло название. Оно не то чтобы меняло название, оно его корректировало. Если первые сезоны были связаны с промоутерской организацией М1, то в дальнейшем мы решили не привязываться очень жестко к промоутерским организациям и выбрали ну, такое нейтральное название Миксфайтер. Вот последний Миксфайтер проходил у нас в городе Минске. Это был по-настоящему уже международный проект, потому как участвовали там спортсмены со всего Советского Союза, а один из участников, он даже из Лондона прилетал, он этнический украинец, живет в Лондоне, он прилетал. Все было в городе Минске. По нашим оценкам и по замерам мы видим, что есть динамика, что зрителям это интересно. Ну, в общем, проект состоялся, что называется. Дальше осталось его развивать. И меня вот не покидает мысль провести такой проект вот именно в республике. Потому как у вас есть... Не об этом ли вы вели речь, вот, например, с Лечо Курбановым? Да, мы об этом вели речь. Но, скажем так, это на уровне обсуждения. Я Лечо предложил, ну, дальше Лечо должен со своим руководством проговорить. Наверное, будет не одна встреча и обсуждение, где, как, формат. Корректироваться этот формат должен, естественно, под местные условия.
Ну, я надеюсь, что получится. Во всяком случае, я очень хочу и приложу максимум усилий, чтобы это произошло вот здесь, на вашей земле. Игорь, я вот еще о чем хотел спросить. Вот вы вроде бы главный редактор, да, но 2 года назад вы опять вышли на ринг. Причем против коллеги же, да, Андрея Печушкина. Это что был, вот такой промо-бой? Или я не знаю, ну Нет. как все вышло? Как вот вы с Андреем сказали друг другу так, ну что, пошли вот выясним Нет, там, дело или было не нет, совсем или так. что? В 2012 году совместно с промоутерской компанией W5 мы устроили серию из 10 турниров. Это намечался такой очень мощный международный проект по профессиональному кикбоксингу К1. Собственно, он таким и получился. И независимо от меня, не сговариваясь со мной, Андрей Печушкин пообщался с руководителем этого проекта Дмитрием Ивановым и предложил свою кандидатуру в качестве спортсмена в один из боев. Я это узнал из независимых, что называется, источников. Я пришел к Дмитрию Иванову и сказал, что если Андрей подписывает контракт, то я готов выйти на ринг против Андрея. Благо мы с Андреем достаточно давно знакомы, мы тренировались, даже на каких-то турниры мы выезжали вместе. Но, правда, были в разных весовых категориях. Под тот бой я согнал вес, чтобы мы были приблизительно, чтобы мы попадали. То есть в вам весовую пришлось категорию. гонять? Да, конечно, я всегда был тяжелее, мне пришлось гонять вес, я согнал вес, ну а дальше получилось так, как получилось. Я посмотрел фотографию, что-то у вас вот под левым, по-моему, Под левым глазом, глазом, да. Под левым глазом был синяк, ну это... Издержки Да, производства. это издержки производства, и это абсолютно нормальное. Ну как нормально? Конечно же, я этого не хотел, но так получилось. Ну, я надеюсь, это был не бой вроде вот поединка Микки Рурка и парня по фамилии Сеймур. Нет, абсолютно. Это был абсолютно честный бой. Но о том, что он бой был честным, свидетельствует то, что я его проиграл. Если бы там было бы что-то нечестно, то я бы его выиграл бы безоговорочно каким-нибудь красивейшим нокаутом, но так как я его проиграл, вы видите, все было честно и не подстроено. И это такое, знаете, вот я, естественно, очень переживал, расстраивался, когда так случилось, но объективно Андрей был сильнее. Но, естественно, я себя не оправдываю. Но такой вот маленький плюсик, который я сам для себя нашел, что если бы я тот бой выиграл бы, я всю жизнь бы людям рассказывал, что, ребята, это был не постановочный бой. Но вот маленький, так, знаете, вот китайцы говорят, что... То есть лучше было проиграть, нежели выиграть. Но вот китайцы говорят, что во всем самом отрицательном попытайтесь найти плюсик. Я такой плюсик нашел. Вот мне никому не нужно говорить, что это был бой постановочный, потому что я его проиграл. Если бы я бы его выиграл, мне приходилось бы оправдываться. Бой был абсолютно честный. За время подготовки мы с Андреем не общались, не встречались, перезванивались очень редко, пытались вот как-то сократить контакты до минимума. Я честно сказал, что, Андрей, если у меня получится тебя нокаутировать, потому что перестрелять у меня тебя вряд ли получится, ты быстрее, то будь готов, я тебя нокаутирую. Андрей сказал, что ну будь готов, что я тоже буду стараться закончить красиво нокаутом. Но там еще это самое, были ставки, и... По всем ставкам Андрей выигрывал. Предполагалось, что, в общем-то, Андрей выиграет нокаутом во втором раунде. Да. Вы продержали все 3. Да, я продержался все 3, и я до сих пор, несмотря, я смотрел этот бой, очень тяжело мне это дается до сих пор. Я его смотрел, Андрей по всем статьям был лучше, но я знаю, что у меня все равно был шанс. Знаете, вот как говорят в боксе, у панчера всегда есть шанс. Один удар. Да, вот я просто не смог это все использовать. Ну, что делать? Это спорт, это честный спорт, я честно проиграл. Игорь, вот, в общем-то, вечерний чай у нас программа такая, ну, в большинстве случаев, при подавляющем большинстве случаев, конечно, не спортивная. И вот я о чем хотел спросить. Вот наш общий знакомый Коля Коровин, да. Он, кроме того, что вот всю жизнь практически занимается карате, он еще и стихи пишет, он еще, так сказать, с молодых ногтей в нашем театре, факультете журналистики, он там тоже, так сказать, игрывал и был знаменит. Что у вас, кроме вот бойцовских искусств? Ну, я честно тренируюсь.
3 раза в неделю стараюсь придерживаться. Стараюсь, чтобы было больше, но вот минимум это 3 раза в неделю. Я ныряю с аквалангом, занимаюсь дайвингом. Я летаю на параплане. Это вот именно хобби. Я не профессиональный ни дайвер, ни парапланерист. Но когда у меня есть время, где-то в командировках, или одно, или другое, я стараюсь не упустить такую возможность. Ну, я нырял там и в Индийском океане, и в Средиземном море, в разных местах, где была возможность. Вот на Северном Ледовитом пока еще не пришлось. И не надо. Или хотелось бы? Нет, мне хотелось бы, это интересно. Это из таких, если брать вот активные какие-то проявления. Стихи, честно, не пишу. Если бы вот что-то взялся бы писать, то что-нибудь, наверное, в прозе. У меня есть такие какие-то вот задумки, наработки, может быть, когда-нибудь. Можно вот заранее поинтересоваться, а вот тема. Ну, мне очень фантастика, я большой поклонник братьев Стругацких. И Аналогично. я понимаю, что после братьев Стругацких, наверное, фантастика закончилась. Лично для меня она закончилась. Был еще не Рэй Брэдбери, а Роберт Хайлайн, но он умер. Рэй Брэдбери тоже умер, Артур Кларк тоже умер. Умерли и Фантастики нет, есть фэнтези. Фэнтези — это немножко другой жанр, мне он не очень нравится. А вот именно такая вот социальная фантастика, именно так, как писали братья Стругацкие, я понимаю, что это они были уникальны, бессмысленно им подражать, но вот общее направление мне очень нравится. И я перечитываю их произведения, там, «Град обреченный», ну, естественно, «Трудно быть Богом», и «Обитаемый остров». Я читал абсолютно вот все, что есть, я все читал, и вот до сих пор перечитываю. «Жук-муравейники», ну, гениально просто, такой вот, не знаю. Отлично, вот мы так круто развернули, да, с единоборств на Стругацких. Как вам фильм Федора Бондарчука? А вы знаете как? «Обитаемый остров». Вот одно то, что этот фильм есть, это уже хорошо. Мне бы очень хотелось бы самому вот, экранизировать что-то из братьев Стругацких. Может быть, когда-нибудь у меня дойдут руки вот до того же «Жука-муравейники» или «Парень из преисподней». Ой, парень, ой, там что можно было бы натворить? Гениальный «Парень из преисподней». Ну, вообще все у Стругацких, оно все гениально. Уже то, что этот фильм есть, это хорошо. Я бы сказал, что вот, допустим, «Трудно быть Богом» меня разочаровало. С Ермольником. Да, разочаровало, потому что, как мне показалось, что Герман там занимался... Вот и «Трудно быть Богом», и сама концепция Стругацких, она ушла на второй план. Он вот окунулся в вот этот мир средневековья, который он там создавал, такие ожившие полотна фламандских мастеров. И он вот в это во все погрузился, и он в них, как бы, ну вот, знаете, купался. И упустил при этом суть. Да, и упустил. Может быть, он ее не упустил, но я, во всяком случае, вот этого всего там не увидел. Там были некие отхождения от канонических текстов, что мне тоже не очень понравилось. Поэтому вот разочаровал этот фильм. Мы его так долго ждали, больше 7 лет. А, к сожалению, то, что вот получилось, ну, это не... кто-то им восторгается. Я знаю, вот Дмитрий Быков, например, он вот в восторге от этого фильма. Я его позицию не разделяю. К сожалению, там не было Стругацких. Там был Алексей Герман, это вот узнаваемые его манеры, его киноязык, он абсолютно узнаваемый. Это все там было, ну вот настолько вот оживить атмосферу средневековья, это просто гениально было. Но не ради этого писалась книга. Это только фон был. Интересно у нас, так сказать, идет беседа. Вот я цепляюсь обычно за какие-то слова, да, может быть, случайно сказанные. Вы сказали, хотелось бы экранизировать что-то из Стругацких, говорили о парне из преисподней. Да. Вы со временем хотите стать кинопродюсером. Вы знаете как, моя деятельность на телевидении, она, в общем-то, и связана с продюсированием в первую очередь. Но так как мне приходится совмещать несколько направлений, и творческое, и творчество, и администрирование, и продюсирование, мне приходится заниматься всем абсолютно. И какое-то время я даже работал в киноиндустрии, давно еще, там, в конце 90-х, начале 2000-х годов. Поэтому я
не упускаю этой мысли. Мне, во всяком случае, хотелось бы попробовать. Не знаю, насколько это получится, скажем, долгосрочным проектом. Мы даже с Сергеем Бадюком проговаривали, был у нас такой проект сделать комедийный боевик. У нас очень много мрачных боевиков. А вот сделать именно веселый комедийный боевик с участием такого У Бадюка бы получилось. По-моему, потому что я видел, он, в общем-то, уже успел там в кино у нас поиграть. Я вот еще какой вопрос хотел задать. Помните, были фильмы с участием Ажигирея? Да. Вот такие карате-экшены. Да. Мы можем, даже уже, я уже говорил, вы можете вот себе представить в России? Я могу их себе представить. Потому что, извините, я перебью, я вот фильмы с Ажигиреем посмотрел, а в общем-то и ничего. Я могу это себе представить, но это вот если брать экшен, карате-экшен в чистом виде, то это очень и очень сложно. По многим причинам сейчас попытаюсь... Мы не дотянем до лучших образцов? Сейчас объясню. Во-первых, сама идея карате-экшена, она осталась в 80-х годах. Вот, собственно, всю экзотику и всю красоту, которую хотели показать, ее показали в 3-4 фильмах с участием Ван Дамма, в 5 фильмах с участием Брюса Ли. Придумали новое направление, комедийный боевик с Джеки Чаном. Дальше пошел какой-то колорит со Стивеном Сигалом, допустим. Ну и вершина, конечно же, это же Тони Джа и его фильмы о тайском боксе. Вот казалось бы, что уже снимать не о чем. Ну все уже показали. Тут появляется Тони Джа, бабах, бомба, гениально. Такие трюки, такая пластика, которую он там показывал, ну вот фантастика. Теперь стоит вопрос, во-первых, а что показывать? Вот они задрали планку. Это во-первых. Во-вторых, там пусть товарищи киношники на меня обижаются, но вот утверждал и продолжаю утверждать, что у нас нету школы постановки боев. У нас есть много каскадеров, кто работает, многие люди пытаются в этом реализовываться. Я даже знаю человека, который может на вас сильно обидеться. Александр Иванович. Ну, я попрошу у него прощения, чтобы он на меня не обижался. Но, тем не менее, вот такой высочайшей школы, таких мастерских постановочных боев у нас нет. Это второе. Третье. У нас нет киноиндустрии. В том виде, какая она есть в Америке. У нас кино, оно такое. Оно, в общем-то, есть, с одной стороны. С другой стороны, что-то там буксует. Поэтому вот найти деньги на сегодняшний день не проблема. Есть много людей, которые сказали бы, вот тебе, Игорь, деньги, сними. Но как я буду перед этими людьми отчитываться? Потому что кинопроката у нас нет как таковой системы. Кинопроката, она не позволяет надеяться на то, что вы соберете приличную кассу. Телевидение не очень охотно покупает, во всяком случае, за счет телевидения вы своих затрат не окупите. Соответственно, круг замкнулся. Каким образом отчитываться за те деньги, которые мы потратим на кино? Ну, вот, наверное, основные такие позиции, почему я до сих пор еще не взялся за это дело. Но есть, вот все-таки можно рассчитывать на что-то в будущем, может быть, что-то изменится. Или сейчас такая ситуация, что лучше просто это отложить в какой-нибудь долгий-долгий ящик? Вы знаете, это же дело, вот во всяком случае для меня, как непрофессионального кинопродюсера, ну я вообще не кинопродюсер, да, это смешно было бы говорить, потому что я не спродюсировал ни один фильм. Я могу сказать, сколько программ там придумал, и они вышли в эфир. Вот, пожалуйста, они все налицо. А как самостоятельный продюсер я не сделал ни одного фильма, хотя я в киноиндустрии какое-то время там поучаствовал. Поэтому спрогнозировать ситуацию очень сложно. Это в каком-то мере дело случая. Вот может сложиться такая ситуация, когда там идея будет какая-то интересная. Найдутся люди, которые захотят это поддержать. Ну, вот в этой ситуации, да, но это, знаете, такой вот случай, вот вероятность, которую ни один математик не оценит. Никакая теория вероятности вам не даст результат, когда это может произойти. Но Игорь, может быть, давайте спрогнозируем что-нибудь более реальное. Вот, например, сотрудничество телеканала «Боец» вот с Чеченской Республикой. Мы в самом начале, в общем-то, говорили, что база для сотрудничества весьма и весьма обширная. Да, база для сотрудничества есть. Это и, допустим, документальные зарисовки о ваших спортсменах. Это прямые включения
из города Грозный, с ваших арен. У вас их несколько. У вас регулярно происходят какие-то чемпионаты, которые мы с удовольствием бы их показывали. Это участие ваших спортсменов, руководителей клубов, тренеров в наших студийных программах. Это какие-то включения в наши новостные блоки. Они у нас тоже присутствуют в виде собственного производства. То есть мы показывали. Это, опять же, я надеюсь, если состоится Mix Fighter, 5-й сезон в республике с участием ваших спортсменов, ваших специалистов, ваших клубов, то это вообще, как мне кажется, будет некий качественный скачок. Так что, если туда добавится еще и производство какого-нибудь художественного фильма, ну, можно сказать, вот вся гамма цветовая будет представлена. Кстати, Лечи Курбанову, он мне рассказывал, ему как-то предлагали роль в фильме. Он бы тоже мог попробовать. Не только Бадюк-то у нас великий киноартист. Нет, я думаю, что попробовать как минимум надо. Ну что, Игорь, ну вот получился у нас такой, как бы сказать, ну не бойцовский вечерний чай, не чисто бойцовский, да, не чисто такой кинематографический. Чай был замечательно, кстати. В общем, да, я тоже с удовольствием, хотя и без сахара, хотя говорят, чай нужно пить как раз вот и без сахара, чтобы почувствовать его. Я тоже. Вот, и действительно у нас сегодня получился вот такой микс. Наверное, это как-то символично. Большое вам спасибо, что вы к нам пришли, что чай похвалили, что все посмотрели, что-то для себя определили, какие-то варианты сотрудничества. Коле Коровину привет, если увидите. Игорю Филипповичу привет. Обязательно. Скажите, Сулейменко, здесь все нормально, все хорошо, замечательно. Спасибо вам, Спасибо Геннадий. вам. Счастливо. Надеюсь, что еще пригласите. А то.